Да, мы начинаем. Так, у меня микрофон включен. Добрый день. Сегодня 24 ноября, и Национальная библиотека в рамках проекта «Финансовая грамотность в библиотеках» проводит единый день финансовой грамотности в муниципальных библиотеках Чувашской Республики на тему «Финансовая грамотность для детей и родителей». Я вам с удовольствием представляю сегодняшнего спикера, Скворцову Светлану Вячеславовну, начальника управления прямых продаж Чувашского отделения ПАО «Сбербанк». Вам слово, Светлана Вячеславовна. Доброе утро, спасибо за приглашение. Надеюсь, с удовольствием проведем это время, и я думаю, уже начнем с презентации, потому что не терпится уже рассказать, поделиться знаниями. Ну, давайте начнем, во-первых, с определения, да? Мы с вами, многие сталкиваемся уже с самого раннего детства с определением «деньги». И уже, наверное, с 3-летнего возраста точно понимаем, что деньги нужны в этой жизни в первую очередь для того, чтобы воплотить в жизнь свои цели, возможно, купить какую-то вещь, о которой мы мечтаем, копим на эту вещь. То есть деньги — это те вещи, которые позволяют нам в первую очередь получить хорошее образование, воплотить в жизнь свою цель. И вот на протяжении всей нашей жизни нам приходится управлять этими деньгами таким образом, чтобы мы могли все свои цели, которые у нас стоят, воплотить. Вот. И поэтому мы с вами сегодня, наверное, подчеркнем то, что управлять деньгами, их приумножать — это задачка уже с самого раннего детства, а именно скажу, что с 7-летнего возраста, поскольку именно с этого времени, как правило, у детей появляются карманные деньги. И вот здесь мы с вами сейчас более подробнее разберем, для чего это нужно, какие механизмы мы с вами можем предпринять даже уже с самого раннего детства для того, чтобы более грамотно распределяться денежными средствами. Наверное, многие видели то, что есть взрослые, которые получают незначительную заработную плату, но при этом не могут накопить на свою цель, на свое желание, на свою мечту. Да? Но есть люди, у которых, видимо, достаток заработной платы, допустим, небольшая, но при этом они могут каждый год ездить за границу, они позволяют себе купить новый автомобиль, поменять квартиру. То есть в первую очередь это пример говорит о том, что нам необходимо управлять своими денежными потоками, своими расходами для того, чтобы мы могли все свои желания воплотить в жизнь. И вот об этом мы как раз с вами сегодня и поговорим. Да, и был проведен опрос среди, получается, школьников с 7 класса. В рамках этого опроса мы увидели следующее, что многие дети уже как бы с 12-летнего возраста точно не понаслышке знают, что такое деньги. То есть 87% из опрошенных сказали, что у них есть карманные деньги, и что им родители доверяют, они сами полностью им управляют. И это говорит о том, что эти дети точно, то есть нам, как родителям, нужно точно с ними общаться о том, как правильно этими денежными средствами управлять. При этом, кроме этого, что еще хочется сказать, что 82% детей сказали, что хотели бы получить банковскую карту и с помощью этого инструмента оплачивать покупки в магазине, в интернете, но при этом говорят, что 40% из этих опрошенных только удается откладывать денежные средства на будущее. То есть 82% хотят это делать, но 40% только это удается. И что еще мы знаем, что 22% школьников, старшеклассников, получается, понимают, что им нужно умение управлять деньгами. И вот эта цифра меня пугает, потому что нам, как родителям, нужно все-таки, наверное, этот процент увеличивать, поскольку это то поколение, которое сейчас уже работает в смартфонах, и они быстрее принимают решения, они быстрее совершают покупки в интернет-магазинах. И здесь нам вот именно с
как бы с раннего детства, еще раз подчеркну, нужно научиться управлять и делать правильный выбор. И почему же нам необходим правильный выбор? Сейчас мы с вами, наверное, более подробно разберем, потому что есть причины. И в ходе опроса мы тоже их выявили. Первое, получается, о чем мы говорим, это защитить от мошенников. Мы только что с вами говорили, что наши дети быстрее делают покупки, чем мы в интернете, потому что они уже с раннего детства знают, как управлять телефоном. И вот здесь в первую очередь, наверное, нам нужно рассказать детям, что такое кибермошенничество, да, что такое социальная инженерия. Давайте мы с вами вместе, наверное, здесь подтвердим тот факт, что если человек пользуется больше, наверное, интернетом, больше телефоном, то у него больше возможностей попасть на какой-то фальшивый сайт. Больше, получается, у него возможности, что на него выйдут мошенники, потому что если он делает покупки в интернете, то он однозначно показывает свои данные. То есть, соответственно, здесь, и вот об этом как раз нужно говорить, что в первую очередь, если мы совершаем покупки в интернете, то мы должны убедиться, что мы делаем это с официальных источников, ни в коем случае не с каких-то левых сайтов. Второе, что мы должны говорить, это о том, что мы защищаем свою персональную информацию, то есть на разных сайтах мы свою информацию не размещаем. И, конечно же, здесь мы должны еще раз и сказать о том, что сейчас есть и онлайн-казино, которые подвластны дети, и мы, к сожалению, не всегда, не 100% знаем, на какие сайты заходят наши ребята, поэтому здесь мы тоже об этом должны говорить. Следующее – это научиться думать о будущем, то есть однозначно мы живем не здесь и сейчас, а нам нужно понимать, что мы будем делать в будущем, какое образование мы будем получать, да? Как мы должны вкладываться уже сейчас для того, чтобы мы могли себе открыть дорогу в будущее, как мы должны выбирать, и об этом как раз мы тоже должны с детьми нашими проговаривать. И, конечно же, ставить цели. Вот это, наверное, важная миссия, которую должны учить родители. Дальше, наверное, мы должны учить это в школе своих учеников. Далее мы это в университете должны преподавать, потому что умение ставить правильно цель – это одна из важных задач, по моему мнению, может кто-то со мной не согласится, но если мы цель поставили правильно, конкретно, то однозначно мы ее можем достичь. Конечно же, создать подушку безопасности. Здесь мы тоже должны научить детей, что если у нас есть определенные доходы, то нужно из этих определенных доходов обязательно создавать подушку безопасности, потому что мы не знаем, что впереди будет, какое будущее, и нам на всякий случай должен быть резерв, который нам позволит чувствовать себя комфортно в любой ситуации. И, конечно же, если у нас все удается, так скажем, в семье, на работе, у нас все хорошо в быту, то это мы закладываем фундамент гармоничной жизни. И здесь, наверное, мы должны помочь нашим ребятам вот эту гармонию приобрести, то есть для того, чтобы они были полноправными членами нашего общества, умели грамотно, правильно подходить к любым задачкам и, соответственно, управлять своим доходом и управлять, и направлять себя к достижению целей, которые они поставили. Вот почему вот эти 6 причин и заставляют нас говорить с детьми о финансовой грамотности. По моему мнению, это прям такие фундаментальные причины, которые мы сейчас более подробно разберем. Дальше на каждую причину ответим, что можно сделать для того, чтобы мы с детьми более подробно, они получили инструменты. Давайте посмотрим. В первую очередь, это, наверное, каждый из вас сталкивался, когда мы заходим в магазин, что нам всегда хочется, особенно в детском возрасте, я помню сестренку, сейчас смотрю на племянников, как только мы заходим в магазин, они просят абсолютно все. И здесь нужно, наверное, нам, как родителям, первое, что сделать, это научиться детей принимать решения не здесь и сейчас, а чтобы прошло некоторое время для того, чтобы понять, действительно мы хотим это купить или не хотим. Многие сталкиваются с таким вопросом, когда заходим в игрушечный магазин, что нужно сейчас купить, например, робота, а уже когда приходим домой, мы понимаем, что робот нам робот уже нам надоел, и нам нужна совсем другая игрушка. И вот здесь как раз инструмент беседы, наверное, с ребенком в первую очередь. То есть мы вначале должны с вами у ребенка спросить, действительно ли он хочет эту игрушку. И договориться с ним о том, давай мы с тобой придем в этот магазин завтра, после того, как мы с тобой подумаем,
Нужна ли нам, вместе поразмышляем еще в течение дня, насколько важна эта игрушка и как долго мы с ней будем с тобой играть. И вот после этого, как только мы с вами со своим ребенком научимся беседовать об этом в магазине, то мы ему привьем, наверное, ту историю, что он будет принимать решения не здесь и сейчас, а осознанно, и тем самым избавим и себя, и ребенка от лишних покупок и от лишних трат. И это вот важный инструмент, которым в первую очередь, я думаю, нужно научить прежде всего себя, как родителя, а во вторую очередь наших детей. Вот. Давайте дальше посмотрим, какими инструментами можно нам еще управлять. Наверное, многие слышали, что нужно ставить правильно цель. Вот, но при этом, как это делать, немногие понимают. Давайте мы с вами на примере разберем. Как вы думаете, вот если я сейчас скажу, что я хочу велосипед, эта цель поставлена правильно или неправильно? Вот я попрошу, наверное, вас в чат отписаться, буквально 3-4 человека, пожалуйста, отпишитесь, и мы сейчас поймем, как вы думаете, правильно я ли поставила перед собой цель. Я хочу велосипед. Николаевич, если что-то будет, вы скажите, мы озвучим. Ладно? Как минимум люди подумают. Минимум, да или нет. Да, достаточно написать «да» или «нет». Более развернутого ответа я не прошу, но дальше, потому что мы с вами вступим в диалог и разберем. Да, Максим Николаевич? Так, ну вот. Угу. Ну, я думаю, сейчас поступит ответ. Не бойтесь, здесь нету правильных и неправильных ответов, потому что мне просто важно ваше мнение. Угу. Ну, давайте, я думаю, в течение еще моего выступления нам ответят на мой вопрос. Пока нету, да, я так понимаю. Хорошо. Смотрите, если смотреть если эту цель измерять по следующим критериям, например, измеримость, да, давайте посмотрим. Я хочу купить велосипед. То есть какой велосипед, когда я его хочу купить, да, какому сроку, цель неизмерима. Дальше посмотрим, конкретна ли моя цель, то есть я хочу велосипед тоже. Никакой конкретики мы здесь с вами не видим. Детский велосипед хочу я купить, для взрослого хочу я купить велосипед, да, вообще спортивный, либо просто для прогулок, тоже мы этого не понимаем. Достижимость, то есть мы здесь с вами говорим о том, какой дате я хочу купить велосипед. То есть если цель, допустим, я сегодня хочу купить велосипед, другой вопрос, если у меня есть деньги, то да, она достижима. А если у меня денег на этот велосипед я не отложил, то она, конечно, недостижима, и, соответственно, мне с этой целью по жизни-то уже идти тяжело. Дальше, актуально, да? Здесь мы тоже должны понять, насколько нам эта цель важна. Может, я куплю велосипед и больше им заниматься-то не буду. Может, для меня это не имеет никакой ценности. И, конечно же, со сроком выполнения. То есть, когда я хочу, какому сроку купить велосипед. Вот давайте посмотрим с вами на формулировку другую. То есть, я хочу купить велосипед для взрослого человека к 1 сентября 2022 году. То есть первое, мы здесь увидели, к какому сроку я хочу купить этот велосипед, к 2022 году. Во-вторых, я сразу подчеркну, что я хочу купить велосипед для взрослого. То есть я, соответственно, ценовую категорию тоже понимаю, да, это от 10 тысяч рублей и выше. И третье, это цель, я через себя прогнала. Для чего мне нужен этот велосипед? Для того, чтобы, получается, заниматься там со своим ребенком с сентября месяца спортом, да, чтобы его приучать к спорту. То есть таким образом мы сейчас с вами создали конкретную цель, к которой мы с вами будем идти. То есть у меня до 2022 года, до сентября, еще практически 7 месяцев, 10 тысяч рублей мне нужно накопить, то есть я понимаю, как это делать. 10 тысяч рублей делим на 7,
То есть порядка где-то 1300-1400 мне нужно откладывать каждый месяц для того, чтобы я к этой цели пришла к сентябрю месяцу. То есть вот так мы с вами как бы учимся вот этому инструменту. То есть еще раз, этот инструмент называется формулировка цели по смарту. Что такое смарт? Смарт слово по первой аббревиатуре. S это значит цель должна быть конкретная. M буковка означает, что она должна быть измеримая. Буковка A означает, что она должна быть достижимая, актуальная для меня и со сроком выполнения. Таким образом, этот инструмент позволит абсолютно каждому из вас поставить перед собой цель, которую вы точно будете знать, как к ней идти, к какому сроку вам нужно приблизиться к своей цели. Попробуйте этот инструмент на себе и попробуйте с небольших целей, которые вы хотите. Даже, допустим, вот впереди Новый год, и мы хотим сделать подарки своим родным и близким. Но при этом у всех, я так понимаю, бюджет ограничен, да? Ну, не у всех, а у большинства однозначно. У деток-то точно. У них там есть карманные расходы, которые они стараются экономить, и, соответственно, на эти карманные расходы и приобрести подарки для своих родных и близких. И вот здесь я вас попрошу, ребята, например, сядьте сегодня вечером и подумайте, какие подарки вы хотите там купить каждому, и напишите, сколько первые рублей стоит, к какому сроку вы их хотите купить. Допустим, мне нужно на текущей неделе там сэкономить рублей 50 для того, чтобы маме купить открытку. Допустим, да, папе нужно сэкономить рублей 100 для того, чтобы я там хочу ему купить какой-то брелок, сестренке мне нужно купить там фею, которая стоит 150 рублей. И таким образом вы распределите свои цели, которые вот уже скоро нужно выполнять. Вот, давайте посмотрим дальше, какой еще у нас инструмент есть для того, чтобы мы с вами более подробно разобрали. Что еще у нас есть в копилочке, как мы можем помочь для того, чтобы достичь цели. Смотрите, здесь, наверное, первое, что нам нужно с вами сделать, наверное, я у вас тут тоже поспрашиваю, вы пока думаете, а потом можете в чат прямо ответить, и нам скажут, если есть ответы. Смотрите, у каждого в голове достаточно много идей и мыслей, что мы хотим. Наверное, я вот про своих племянников скажу. Они у меня на Новый год заказывают у папы одно, у мамы другое, у тети третье, у крестной мамы четвертое, получается, у бабушки, дедушки шестое. Таким образом, у нас получается 6 подарков он хочет получить от родственников. Ну, космос. Да. При этом, что я вот сейчас вам советую каждому? Вот сядьте и подумайте, да, что в первую очередь вы хотите получить. Допустим, у меня есть желание поменять себе телефон, да. Второе желание у меня есть там приобрести новую приставку игровую. Третье у меня желание есть, я хочу там в новогодние каникулы поехать в какой-то спортивный лагерь, почему бы и нет. Четвертое желание там у меня есть, купите мне, пожалуйста, там дельфинчика, которая подушка, которая еще и с мамой, и с папой, там, это четвертое желание. Вот из этих 4 желаний в первую очередь что нужно сделать, то есть распыляться не на все, а определить основную цель, которую вы хотите достичь в ближайшем времени, то есть та, которая для вас важна. И здесь, наверное, с вами мы можем сделать фотоколлаж, фоторамку. Прям вместе с родителями сядьте, вырежьте, пожалуйста, из журналов, газет, можно распечатать с интернета ту вещь, которую вы хотите, и разместить их на альбомном листе, наклеить. То есть, соответственно, все желания, которые вы хотите там, исполнить в ближайший год, те вещи, которые вы хотите купить, нужно разместить на альбомном листе. Для чего это делается? Для того, чтобы визуализировать, что я хочу получить в ближайшее время. А дальше напротив каждой вещи нужно поставить циферку 1, то есть это в первую очередь цель, к которой я хочу приблизиться. Да, 2 – это, соответственно, то, что следующее у меня будет 3, 4, 5. И вы, и ваши родители будут понимать, соответственно, к какой цели вы идете. Почему важно, чтобы родители тоже это видели? Для того, чтобы они тоже вам помогали для достижения этой цели. Где-то советом,
возможно, где-то и материально, если это необходимо. Третье – это своими историческим опытом, своими знаниями. Может, вы собираетесь там что-то купить, но это выгоднее сделать, например, с помощью банковской карты для того, чтобы обратно получить кэшбэк и, соответственно, использовать эти деньги в дальнейшем на покупки. То есть вот вы построили коллаж, разместили у себя в комнате, и каждый день он напоминает вам о том, к чему вы идете. То есть и вы будете знать, и ваши родственники, с которыми вы поделились об этом, тоже будут на это смотреть, и дальше вы уже будете, соответственно, наверное, уже определять каждый день, что же я сделаю для того, чтобы приблизиться к этой цели. И вот это следующий инструмент, который тоже важен. Итак, смотрите, то есть мы с вами повесили в нашей комнате коллаж, на который разместили наши цели, определили первую цель, к которой мы идем, а теперь мы с вами как раз и подсчитываем, с помощью чего или за какой счет, с помощью каких средств мы достигаем данную цель. Мы помним, что у нас у 87% школьников, начиная с 12 лет, есть уже карманные деньги. И здесь вот первый, наверное, такой секрет я вам расскажу, называется инструмент 5 карманов или 5 конвертов по-другому. То есть, как правило, родитель выделяет денежные средства кому-то на неделю, карманные расходы, кому-то на месяц. И вот здесь давайте я вас научу сейчас принципу 5 карманов, а дальше мы с вами рассмотрим принцип 7 дней. Что такое 5 карманов? Если нам дают деньги на месяц, на карманные расходы, то мы с вами эту сумму делим на 5 равных частей. То есть таким образом мы с вами 4 конверта, это 1 конверт, 1 неделя. То есть, соответственно, мы с вами распределяем денежные средства на неделю. А вот 5-й конверт – это наша с вами, так скажем, подушка безопасности, наши с вами денежные средства, с помощью которых мы идем и двигаемся к цели. Мы ее с вами ложим непосредственно в то место, которое чуть подальше от вас, для того, чтобы не было соблазна взять денежные средства из этого конверта. Вот. И, соответственно, вы могли там уже спустя 2 недели, 3 недели посчитать, какие денежные средства вы накопили, и, соответственно, как близко вы подобрались к цели. То есть инструмент называется 5 карманов. Еще раз, мы с вами делим все месячные карманные деньги, которые вам выделяют, на 5 равных частей. 4 равные части мы распределяем 1 конверт на 1 неделю, а 5-й конверт ложим в дальний угол для того, чтобы у вас была уже некая финансовая подушка для того, чтобы вы накапливали денежные средства на свою цель. Вот, довольно простой инструмент, вас учит как бы экономить денежные средства, более рационально подходить к расходам и, соответственно, при этом достигать поставленную цель планомерными шагами. Если же мы получаем с вами денежные средства, соответственно, на неделю, то здесь тоже инструмент аналогичный, но нужно делить не на 5 карманов, а на 8. То есть, соответственно, у нас с вами 7 дней в неделю, 7 частей мы с вами расходуем каждую часть на каждый день, а 8-ю часть мы с вами ложим тоже в удаленный карман для того, чтобы мы с вами его не трогали. Вот, инструменты достаточно простые, казалось бы, но вот на своем примере расскажу. У меня племянник есть, который получает карманные деньги на неделю. И мы с ним как бы с помощью этого инструмента достигли того, что он начал тратить за неделю меньше на 150 рублей. То есть при этом он как бы сам понимает, что те вещи, которые раньше покупал, ему сейчас не нужны, и это было лишнее расходование денежных средств. Он уже этим инструментом пользуется вот с сентября месяца, накопил достаточно неплохую сумму денежных средств, но вот его цель к 31 декабря накопить определенную сумму самому, и он к нему идет, а оставшуюся часть, они уже договорились, что родители дадут, если он накопит ту часть, которую он должен сам накопить. То есть здесь 2 инструмента. Первое, во-первых, сам ребенок замотивирован для того, чтобы достичь этой цели, и второе, родители как бы его мотивируют, если он цель-то свою достигнет, то они еще и ему дадут сверху бонусы, так скажем. Вот, поэтому инструмент хороший, простой, главное сесть за него. Вот следующий инструмент, который нам с вами тоже в помощь, как экономить денежные средства, сейчас мы с вами более подробно разберем. Так, это инструмент у нас называется, так, следующий,
Да, вот как тратить меньше, мы с вами сейчас этот инструмент разберем. Смотрите, у многих есть карманные деньги на каждый день. Анализировали ли вы своим ребенком, куда они тратят эти деньги? Как вы думаете, а ребенок анализирует эти денежные средства, куда он тратит? Нет, конечно, нет. Пожалуйста, сядьте, не поленитесь, посмотрите, на что уходят эти денежные средства. Мы сели с племянником в сентябре, потому что я вот первый раз выступила с этой лекцией в сентябре, и, соответственно, перед тем, как выступить, мне нужно было подготовиться и все это на практике посмотреть, работают эти инструменты или нет. И что мы увидели? Мы на протяжении 2 недель анализировали с ним расходы, что он делает каждый день. И что получилось? У него каждый день одно и то же. День сурка, можно сказать, по тратам. Он покупает у меня колу, он покупает у меня, получается, батончик какой-то и еще булку. При этом родители платят за питание в школе. Ну, то есть, получается, вот эти 3 вещи, которые он делает каждый день, соответственно, вред здоровью однозначно приносят. Газировка, булки, батончики, потом нужно будет еще и денежные средства выделять на того, чтобы его состояние здоровья улучшать. О чем мы здесь договорились? В первую неделю мы с ним, получается, ограничили его в батончиках. То есть он мог купить в течение недели не 5 батончиков, а всего лишь 3. То есть мы сэкономили на 2 батончиках. И оказалось, что жить без этих батончиков можно. Вот. Сэкономили, получается, 100 рублей. То есть 50-50 минус 2 батончика 100 рублей. Казалось бы, неплохие деньги. Следующее получается, что мы сделали. На следующей неделе мы ограничили количество газировки. То есть Кока-Колу мы стали покупать не 5 раз в неделю, а всего лишь купили 2 раза в неделю. Причем заменили Кока-Колу на компот. Без Кока-Колы тоже жить можно. Вот, соответственно, здесь тоже получилось ограничение. А дальше он уже сам определил, чем он будет себя ограничивать. Мы не стали дальше с ним залезать, потому что ребенок все равно чувствует дискомфорт, когда ему говоришь постоянно, что ему нужно делать. И здесь, к моему, наверное, удивлению, он вообще отказался от булок, и кроме этого еще и записался на спортивную секцию. То есть этот инструмент еще позволяет не только анализировать, какие расходы там бывают у ребенка, помочь ему правильно их распределить, но при этом и выработать правильные привычки у самих детей. Инструмент несложный, стоит только вот раз вместе сесть, разобрать, на что тратятся денежные средства. Я думаю, вы даже сам ребенок вам подскажет, от чего можно отказаться. Вы здесь, наверное, больше будете слушателем и тем человеком, которым будут задавать вопросы, действительно ли тебе это нужно, для чего это тебе нужно, какую выгоду ты от этого получаешь. И когда вот с ребенком разговариваешь, наверное, на равных, он раскрывается больше и здесь начинает тоже, как взрослый человек, отдавать всю ответственность своим решениям и более подробно анализировать свои расходы. Инструмент на практике применила, говорю, очень полезный, поэтому даже не столько детям, как и взрослым, совместно прям сесть и договориться. И вы увидите очень, наверное, приятное преображение, как меняется рацион ребенка через 3 недели, через 4 недели. Прям сядьте, не пожалейте время на своих детей. Дальше, что мы сделали, спасибо племяннику, потому что он у меня поддается на все такие вещи. Вот. Следующий инструмент, который мы, получается, с ним применили, это, соответственно, следующий, это мы как раз рассказали, да. Да, следующий инструмент, наверное, мы с ним применили, сейчас я вам расскажу. Это те правила, с помощью которых мы сможем не только сэкономить, но при этом и заработать. Мы с вами, если у нас есть люди, у которых уже, наверное, с самого раннего детства есть жилка бизнесмена, предпринимателя, а есть люди, которым нужно подсказать, научить, и у них тоже это неплохо получится. Вот, сейчас не секрет, что многие дети уже с 7 лет могут себе открыть карту. Причем эта карта позволяет детям
оплачивать покупки и получать дополнительные бонусы, которые они также могут дальше тратить на покупки. И вот что здесь мы сделали? Первое, наверное, научили ребенка правильно тратить денежные средства в магазинах. Потому что если мы тратим, казалось бы, мы дополнительно никаких финансовых затрат не вкладываем, мы тратим те денежные средства, которые выделили ему с помощью банковской карты в магазине. И при этом он получает дополнительные кэшбэки, бонусы, приятные плюшки, которые он дальше может также тратить. Это первый такой лайфхак, который, наверное, могут пользоваться абсолютно все. Трудозатрат никаких не требуется, потому что карту можно, карта, наверное, у большинства людей точно есть, а кто не открыл, может себе открыть. Она совершенно там бесплатная. Вот, дальше. Следующее, то, что мы с вами говорили, первый инструмент. Перед тем, как идти в магазин, мы с вами должны осознанно принять решение, что нам нужно купить. И вот здесь, кроме того, что мы должны дать время отстояться, подумать, нужна ли нам эта покупка или не нужна, еще нужно научить ребенка составлять смету, либо план, что мы хотим купить сегодня в магазине. Как правило, если мы заходим в большой магазин, то у нас глаза разбегаются. В магазинах используется отличный инструмент. Все, что нравится детям, ложится на первые полки для того, чтобы было в шаговой доступности, можно руку было протянуть и взять. И вот поэтому здесь как раз составляется список того, что нам необходимо купить для того, чтобы мы не тратили свои денежные средства на те вещи, которые нам необходимы. Следующее – это, смотрите, то, что мы можем потратить деньги, мы можем заменить хендмейдом. Расскажу вам. Здесь, наверное, нас к этому научила та ситуация, которая у нас есть сейчас эпидемиологическая, ковид, когда закрыли кинотеатры. Что сделали мы с племянником? То есть, получается, он любит у меня ходить в кино, смотреть фильмы, получается, соответственно, там попкорн, газировка, все дела. Вот. А что мы сделали? Сейчас есть масса онлайн-кинотеатров. И он пригласил своих друзей к себе на квартиру. Да, абсолютно все сэкономили на билет в кино. Это первое. А что он еще сделал? Он дальше пошел, чем я. Он второе сделал так, чтобы те гости, которые к нему пришли, позаботились о том, что газировку кто-то принес, и кто-то принес попкорн. То есть таким образом, соответственно, они получили массу приятных эмоций, им никто не мешал, и, соответственно, здесь вот они еще и получили то, к чему привыкли. Поэтому не стесняйтесь креативить. Те вещи, когда иногда зачастую кажется, что можно купить, заплатить за эти денежные средства, но если вы дадите творческой фантазии разгуляться, то я уверена, что вы многое здесь можете сделать совсем по-другому. Но здесь пятый инструмент, который вот мы с вами тоже проговаривали, это прежде чем совершить покупку, однозначно подумайте. Не делайте скоропостижных решений здесь и сейчас. Это не только детей касается, но и взрослых. По себе знаю, когда идешь по магазинам и видишь красивую обувь, но бывает так, что вот прям хочется здесь и сейчас. Казалось бы, стоит чувством охладеть, дать, наверное, день поразмыслить, вообще нужна ли эта вещь. И чаще всего приходит мысль в голову, что вещь-то ей не нужна. А так бы мы ее купили, денежные средства на ветер выкинули. Поэтому еще раз, пожалуйста, посмотрите. И, соответственно, то, что мы с вами говорим сейчас, контролировать свои расходы, либо управлять своим бюджетом, но есть огромное количество приложений. Раньше записывали в блокнот. Я знаю, есть семьи, которые в блокнот записывают свои расходы, свои доходы. Соответственно, у них прям есть бухгалтерия, которая они видят, какой остаток семейного бюджета и как можно этим остатком распределить. Сейчас не обязательно это записывать в тетрадках, потому что у нас есть мобильное приложение, и детям они тоже доступны. И в этих приложениях как раз и видно, на что мы тратим свои денежные средства, сколько у нас экономится, как мы можем этими сэкономленными денежными средствами управлять и, может, где-то даже и подзаработать. Вот, поэтому здесь такая хорошая вещь. И шестой лайфхак – это заботиться о своих вещах. Что значит заботиться? Расскажу историю. Здесь я не причастна со своими племянниками, но они вот у меня такие какие-то креативные. Летом, получается, они у меня жили у бабушки в деревне, и собирается у нас там порядка 6 племянников в одинаковом возрасте, примерно им у нас получается разбег от 10 лет до 6 лет.
им довольно-таки интересно, что они придумали. У нас есть игрушки, огромное количество мягких игрушек, которыми они уже не играют. Они стоят в комнате довольно-таки в хорошем там состоянии, и эти игрушки чаще всего сейчас просто стоят в качестве там украшения комнаты детской. Что они сделали? Они выбрали игрушки, которые им не жалко, но при этом они в хорошем состоянии. Взяли свой стол, на котором они рисуют, разместили эти игрушки сюда и пошли в соседний, получается, в соседний двор для того, чтобы продавать эти игрушки. Я говорю, бизнесмены растут. То есть я это к чему? Если у нас есть вещи, которые в хорошем качестве, не обязательно же их, чтобы они стояли, просто пылились, не обязательно чтобы они у нас просто напоминали о себе. Здесь есть возможность, первое, либо поделиться со своими друзьями. Я не говорю, что все нужно продавать. У нас есть с вами социальная направленность, то есть мы этими игрушками можем поделиться, и, конечно, поделиться. И эти игрушки принесут намного больше счастья тем другим детям, которые могут с ними воспользоваться. Это первый момент. А второй момент, вы же можете всегда ими обменяться, то есть, допустим, ему нужна такая игрушка, а другому нужна такая игрушка. Почему бы и нет? Здесь бартер тоже применим, и вот это о том, о чем можно поговорить с ребенком, и если ему не жалко действительно эту игрушку, то научить этим его пользоваться. Вот, я говорю, прям очень интересно за ними наблюдать, особенно когда прям смотришь потом со стороны и перекладываешь на те инструменты, которые мы с вами разбираем. Оказывается, на практике мы даже ко многим вещам-то и не обращались. Вот. Давайте дальше посмотрим, что нам подготовили. Итак, мы с вами, смотрите, уже сделали первые шаги. То есть, соответственно, мы с вами цель поставили, цель выбрали, это первый шаг, к чему мы стремился. Дальше мы с вами научились, как экономить денежные средства для того, чтобы планомерно дойти до этой цели. То есть поставили, к какому времени мы к нему дойдем. Соответственно, теперь у нас он уже с вами идет, мы как родители, мы как помощники, мы как, наверное, те люди, которые вкладываем сейчас в наших детей, инструменты, правила жизни, должны здесь однозначно им помочь. То есть у кого-то в какой-то период может мотивация упасть, да, не хочет он больше этого делать, либо у него не получается, и он либо стесняется об этом сказать и просто прекращает это дело напрочь. Вот, поэтому нам с вами со стороны нужно обязательно им помогать. Первое, кому-то, наверное, словом. То есть у детей же возникает страх. Первое, что это у меня не получится, вот сейчас у меня не получается, и это у меня не получится. И этот страх нужно нам с вами преодолевать. Потому что, первое, мы же здесь ребенка, он двойку не получит, ругать тут точно не за что. И вот нужно провести беседу со своим ребенком на тему того, что мой хороший, давай мы с тобой вместе попробуем. Если у тебя не получится, то я тебе в любой момент помогу. То есть, чтобы у ребенка выросли крылья, и он однозначно шел вместе с вами к той намеченной цели, которую он поставил. Это первое. Второе, у наших детей зачастую сейчас бывает практически все, что они попросят. Мы любим своих детей, не будем это скрывать, и стараемся, чтобы они у нас ни в чем не нуждались. То есть все вот эти все их просьбы выполняем с первого раза. И поэтому у ребенка зачастую может возникнуть мысль, зачем мне вообще это делать, если ты и так мне все это даешь. И здесь, наверное, нужно проговорить на следующую тему, что мы сейчас, да, действительно тебе помогаем, что все желания, которые ты хочешь, мы воплощаем. Но совсем скоро ты вступишь во взрослую жизнь, когда тебе самому придется это все делать. И вот сейчас мы с тобой идем к этому шагу вместе. Я тебе помогу, а ты начнешь это делать сам. Поэтому однозначно здесь такие тоже бывают беседы. Я вот беседовала, получается, с другими родителями, как они с этим справляются. Однозначно нужно, конечно же, тоже тут беседовать и рассказать ребенку, что не нужно надеяться о том, что на протяжении всей твоей жизни мы будем выполнять все твои желания. И это в первую очередь оградит вас, как родителей, и сделает, наверное, ребенка более осознанным уже сейчас, для того, чтобы во взрослой жизни вам было проще с ним общаться на тему того, что необходимо работать, необходимо зарабатывать денежные средства, что деньги просто так с неба не падают, что к этому нужно стремиться. Вот.
Это следующий получается. И, конечно же, здесь нужно с ребенком однозначно подчеркивать его победы. То есть получается, как ни странно, заставляет людей двигаться, это не то, что мы укоряем их в том, что у него не получается, а хвалим его за заслуги. И если он вот эту заслугу, эту как бы увидел то, что мы действительно заметили его результат, то поверьте мне, я это уже и на своих сотрудниках испытала, то слово благодарности окрыляет лучше и заставляет людей работать больше и с большей отдачей, чем нежели наши какие-то там слова, которые мы говорим, что это у тебя не удалось, это ты здесь тоже провалил. Поэтому вот эти ваши слова, вдохновляющие, окрыляющие, слова поддержки однозначно необходимы. Вот. Давайте дальше посмотрим, что мы можем еще сделать совместно. Да, прогресс мы визуализировали. Как раз я об этом сейчас рассказала. Так, и вот смотрите, наступил тот день, когда мы с вами накопили на цель, у нас хватает денежных средств, то есть мы копили с вами на велосипед, напомню, денег у нас достаточно, теперь мы с вами, казалось бы, тот день пришел, когда нам нужно велосипед купить. И здесь нам тоже с вами нужно подсказать детям, что давай посмотрим, сэкономить по-другому. Мы с вами должны, первое, наверное, вместе сесть и посмотреть во всех магазинах, где что, сколько стоит. Это первое. Второе, мы с вами должны определиться с моделью, которую сейчас мы будем покупать. И третье, наверное, подсказать, где нужно совершить покупку, с помощью какого инструмента, с помощью какой скидки. Возможно, может, где-то мы найдем промокод, может, где-то мы попадем под акцию. Почему бы и нет? То есть мы из той сэкономленной суммы уже выиграем некую сумму денежных средств, которую дальше, может, он к этому велосипеду шлем купит защитный, либо наколенники для того, чтобы, либо вообще, может, у нас и на ролики хватит, если мы там хорошую скидку выиграем. То есть важно не только накопить на цель, но когда мы к цели приблизились, еще с умом распорядиться этими денежными средствами. И здесь об этом однозначно нужно не спешить, посмотреть, внимательно разобрать и, соответственно, сделать тот шаг, к которому мы шли. Поэтому, наверное, здесь мой призыв прост: накопили денежные средства, дошли до цели, потратьте деньги с умом однозначно. Если мы так долго шли к этому результату, то и тратить деньги тоже нужно с умом. Вот. Давайте дальше посмотрим, потому что есть еще пару инструментов. Дальше. Вот. Здесь, наверное, тоже такой праздник для ребенка, мука для родителей. Сейчас я помню, раньше в моем детстве мое день рождения праздновали всегда дома с помощью торта, как бы сладких, конфет, получается, приглашали своих родственников. Сейчас праздники детские проходят чуть-чуть по-другому, и это целая головная боль. То есть первое, нужно подумать, кого мы пригласим из аниматоров. Следующее, какое у нас меню будет, где мы будем проводить эти праздники, и больше всего еще в этот праздник вовлечен наш ребенок. То есть потому что ребенок тоже думает, как мне удивить своих друзей, что мне такого сделать для того, чтобы праздник у меня был незабываемый. И вот здесь инструмент очень хороший. Почему? Потому что я предлагаю родителям и детям вместе провести эту подготовку. Для чего это нужно? Первое, для того, чтобы у ребенка тоже была ответственность за подготовку к этому празднику. И здесь можно уже договориться, что вот у тебя определенное количество денежных средств, которое тебе выделяется. Первое, допустим, на угощение на стол. Второе, получается, на ту анимацию, которую мы готовы там пригласить. И, соответственно, ребенок, уже понимая, что эти денежные средства его, он за них отвечает, он будет относиться чуть-чуть по-другому. Первое, у него бюджет ограничен, то есть у него не будет уже космические цели в голове. Второе, он уже действительно сядет и начнет думать, что же ему сделать для того, чтобы разместиться в этот бюджет. Понимаю, что вы сейчас зададите вопрос, что это сложная задачка, что здесь и родители иногда не справляются. Но поверьте мне, когда вы сядете вместе и сделаете это с ним, то вопросов, почему мы этого не заказали, почему этого у нас не было, будет гораздо меньше. То есть расскажу на примере.
когда мы сели, получается, за стол и начали распределять количество гостей, и я сразу распределила бюджет, то есть, получается, дала племяннику определенную сумму денежных средств, на которую он должен как бы рассчитать. Что он сделал? Первое, он сразу понял, если раньше он хотел пригласить человек 15 своих друзей, то сейчас он пригласил всего лишь 5 своих самых близких, с которыми он хочет этот праздник действительно провести. Это первое. Второе, получается, пусть мы ограничили денежные средства на, как бы пригласили меньше друзей, но что он сделал? Он сам это выбрал. Он пригласил аниматоров не одного, а 2, чтобы ему было интересно не час, а 3 часа. То есть здесь это его выбор, и с этим выбором как бы я соглашаюсь, я принимаю этот выбор. И ожидание от праздника у него получилось совсем другое. То есть первое, он и его друзья получили массу эмоций на протяжении 3 часов, зарядились энергией, поиграли там в те вещи, которые им хотелось. И этот праздник он растянул. Удовольствие он растянул. Если бы аниматор раньше был час, то здесь у него 3 часа. И вот здесь он прям сказал действительно огромное спасибо, потому что мы праздник с ним составили от и до, и он понимал, что его ожидает, как бы что ожидает его друзей, и мы с ним самое главное, сэкономили на день. Я, как тетя, сэкономила денежные средства на организацию данного праздника. Инструмент очень интересный, потому что когда делаете вы одна, то это совсем другие размышления. Не зря говорят, когда 3 головы решает, это всегда лучше, нежели чем одна. А здесь, получается, вы, ваш сын, ваш супруг, и вы думаете, размышляете, во-первых, это объединяет вас как семью, во-вторых, вы погружаете ребенка уже во взрослую жизнь, и он становится, принимает решения как взрослый человек, и третье, мы здесь однозначно учим рационально распределять его доходы, расходы и тот бюджет, который у него есть. Не знаю, как вы, но я получила массу удовольствий от организации такого праздника. Поэтому с удовольствием, пожалуйста, тоже можете инструмент брать в работу, и поверьте, праздник будет не мукой для родителей, а совершенно другим мероприятием, у которого вы получите массу удовольствия. Давайте посмотрим, что еще мы можем разобрать. Упражнение это я с голоса проговорила, что мы с вами. Да. Угу. Да, мы здесь тоже проговорили о том, что обязательно нужно проговаривать с детьми мотивацию, потому что, как мы знаем, что ни один человек, если даже тут не касается детей, даже взрослый человек, если он не понимает свою выгоду, не понимает, для чего это нужно делать то или иное действие, то, соответственно, результата не будет. Поэтому в первую очередь нужно здесь договориться о том, чтобы либо вы, может, визуально даже поймете, исходя из настроения ребенка, есть ли у него мотивация для того, чтобы идти к этим шагам, для того, чтобы идти к своей цели. И, соответственно, дальше уже нужна ваша поддержка, ваше такое родительское плечо, которое позволит вашим детям идти к тем шагам, которые мы наметили, планомерно, соответственно, делая какие-то определенные ошибки, но вы, как родители, будете им в этом помогать. У меня все. Да. У меня, в принципе, все. Готова ответить на вопросы, если они возникли. Благодарю, Светлана Вячеславовна, очень содержательно и с такими практическими примерами интересно. Да, я прям выделяю слова «финансовое сознание» и «общение» как основные сегодняшние прям ключевые слова нашего разговора. Хотелось бы уточнить, день рождения, сколько лет исполнялось, праздник, который готовили? Моему племяннику исполнялось в этом году, получается, 10 лет, юбилей, так скажу. Поэтому мы здесь потратили действительно времени немного на подготовку, но удовольствие получили. И исходя из этого, может быть, какая-то рекомендация, да, то есть все-таки с какого возраста мы начинаем разговаривать с детьми
Если карманные деньги имеют 12 лет, вы готовили, ну, как бы Библию уже в 10. То есть в 10 вы увидели, что человек готов разговаривать на эту тему и делать то, что вы хотите, да? У меня племянник, карманные денежные средства ему родители выделяли с 7 лет. То есть поскольку он, ну, здесь я скажу, он у меня живет в Москве, соответственно, но праздник мы делали летом здесь у нас у бабушки, вот, и он с деньгами встречается, уже с 7 лет встречается, то есть он спокойно ходит в магазин, расплачивается денежными средствами, и даже бабушка использует его, часто гоняет в магазин для того, чтобы хлебушек или там молоко принес. Поэтому с учетом того, что здесь у нас как бы, ну, и сестра ему доверяет в качестве вот, деньги выделяет ему, раньше выделял на неделю, сейчас выделяет на месяц, то есть доверие между родителем и ребенком есть в этом плане. Поэтому с учетом того, что он достаточно у меня в этом плане практичный и есть, ну, мы с ним сели и это все сделали. Я, знаете, к чему? К тому, что есть дети, которые там с 7 лет уже начинают ходить самостоятельно в магазин, оплачивать первые покупки в троллейбусе. И если мы понимаем, что наш ребенок достаточно уже на протяжении там 3-2 лет, соответственно, принимает финансовые шаги, принимает финансовые решения, то здесь можно срок, когда вы садитесь с ним и думаете о чем-то крупном уже, то здесь можно, наверное, из 10 лет начать. Нужно однозначно посмотреть на ребенка, на его готовность, с учетом того, что к 10 годам они уже точно умеют считать, да, математически складывать в уме, то здесь, я думаю, этот порог тоже мы можем использовать. О чем-то крупном уже. Светлана Вячеславовна, Нужно однозначно посмотреть на ребенка, на его готовность, с учетом того, что к 10 годам... Пропал звук, пишут. Да, математически складывать в уме, то здесь, я думаю, этот порог тоже мы можем использовать. комментариев нету. Светлана Вячеславовна, пропал звук, пишут. Позвольте задам вопрос. Вот у нас есть среди слушателей Алина Прокопьева и Надежда Маслова. Подскажите, пожалуйста, какие инструменты вы, может, себе возьмете, может, как бы вам понравились сейчас в ходе нашего выступления? Просьба отписаться прямо в чат для того, чтобы мы с вами поняли вообще, может, я рассказываю и тут не о том рассказывала. Какие инструменты вы, может, себе возьмете, может, как бы вам понравились сейчас в ходе нашего выступления. Да, готовы ли инструменты использовать? Для того, чтобы мы с вами поняли вообще, может, я рассказываю и тут не о том рассказывала. Да, готовы ли инструменты использовать? мы ждем все-таки какого-то ответа, потому что мы понимаем здесь, да, и вот Светлана Вячеславовна именно такой настрой дала, что сегодня у нас как профессиональное повышение квалификации, да, то есть мы как библиотекари необходимую работу должны выполнять по финансовому просвещению граждан, но большинство из нас являются родителями, и мы можем использовать эти знания в личных целях тоже. Ну и работать со своими читателями. Да, то есть мы как библиотекари необходимую работу должны выполнять по финансовому просвещению граждан, но большинство из нас являются родителями, и мы можем использовать эти знания в личных целях тоже. Ну и работать со своими читателями. Да, то есть мы как библиотекари необходимую работу должны выполнять по финансовому просвещению граждан, но большинство из нас являются родителями, и мы можем использовать эти знания в личных целях тоже. Ну и работать со своими читателями.
Надежда, огромное спасибо за вашу обратную связь. Мы видим, да, что ваши слова благодарности, они нас тоже греют. Единственное, хотели бы уточнить, есть ли какие-то инструменты, которые вы прям загорелись, хотите там уже применить в первую очередь, либо что-то, может, поподробнее рассказать, с учетом того, что на практике я тоже их уже поиспользовала. Ваши слова благодарности, они нас тоже греют. Единственное, хотели бы уточнить, есть ли какие-то инструменты, которые вы прям загорелись, хотите там уже применить в первую очередь, либо что-то, может, поподробнее рассказать, с учетом того, что на практике я тоже их уже поиспользовала. Ну вот да, мы говорим сейчас о том, что уходит, наверное, какое-то время на то, чтобы сформулировать ответ и набрать его на клавиатуре. Ну вот я поделюсь, что вот действительно сесть и обговорить с ребенком поход в магазин, да, что мы покупаем, что мы не покупаем, насколько мы ведемся в кавычках на эти яркие упаковки и то, что выставлено на уровне глаз. Это вот, ну не могу сказать, что открытие, но о том, что я буду об этом вспоминать перед походом в магазин, это точно. Ну, это даже взрослым, мне кажется, поможет, потому что, ну, я тут раньше тоже так ходила, а сейчас вообще стараюсь, конечно, даже в магазин не ходить, с учетом того, что есть онлайн-доставка, то есть точно лишнего ничего не купишь. Посмотрел, заказал и все. Вот. Это точно. Это даже взрослым, мне кажется, поможет, потому что, ну, я тут раньше тоже так ходила, а сейчас вообще... Может быть, нашим слушателям нужно какое-то время для того, чтобы осознать то, что вы сказали, Светлана Вячеславовна, и предлагаю вам говорить о том, что есть книги, мы как библиотекари можем предложить и электронные ресурсы по финансовой грамотности, в частности, в том шаблоне пресс-релиза, который о сегодняшнем мероприятии мы бы хотели, чтобы вы выставили на сайтах муниципальных библиотек, есть рекомендации по тем информационным материалам, которые есть на сайте «Мои финансы» и «Финансовая культура» на сайте Центробанка. Да, то есть, опять-таки, можно почитать на эту тему, немножко все-таки более внимательно посмотреть на эти и другие инструменты, узнать, как в игровой форме можно все-таки воспитывать наших детей в финансовом отношении. Я вам рекомендую тоже и это посмотреть, возможно, посмотреть нашу онлайн-трансляцию повторно, запись, и те ресурсы, которые размещены на авторитетных сайтах в интернете. Инструменты, узнать, как в игровой форме. Уважаемые участники Единого дня финансовой грамотности на тему «Финансовая грамотность для детей и родителей». Я благодарю Светлану Вячеславовну Скворцову, начальника управления прямых платежей Чувашского отделения ПАО «Сбербанк», за такое содержательное выступление. И мы заканчиваем нашу начальника управления прямых платежей Чувашского отделения ПАО «Сбербанк» за такое содержательное выступление.